В эфире абхазского телевидения субботний выпуск новостей из Сапшала. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске продолжается официальный визит делегации Республики Башкортостан. Защитить себя и близких. Расскажем о ситуации с иммунизацией. Несломленный. История ветерана Отечественной войны народа Абхазии Анатолия Накопия. Поделись улыбкой своей о заслуженном организаторе Абхазии Марине Ашхарова. В эти дни с официальным визитом делегация Республики Башкортостан во главе с Радием Хабировым находится в Абхазии. Накануне состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с руководителем Республики Башкортостан Радием Хабировым. Между правительствами Абхазии и Башкортостана подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает осуществление международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах. По итогам о значимости подписания соглашения абхазским журналистам рассказали Аслан Бжания и глава Башкортостана Радий Хабиров. Я неоднократно говорил об этом. Наши народы связывают давнишние дружеские отношения. Они проверены временем. И, конечно же, будет правильно, я считаю, если мы эти отношения наполним еще большим новым содержанием, придадим им импульс. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в туризме, в сфере туризма, в сфере сельского хозяйства, в увеличении товарооборота. И если не будет такого уровня встреч, таких контактов, все останется так, как было. Поэтому эти встречи и проходят, и они обязательно дадут положительный результат. Я в это верю. После встречи у нас в Уфе мы договорились, что мы приедем сюда, и вот уже сюда, когда мы приехали, мы, подчеркиваю, приехали не одни, и уже эти дни мы хотели посмотреть состояние развития, соответственно, туристической индустрии. Нам это интересно. И вы знаете, с большим удовольствием и с уважением мы увидели, что действительно инвестиции возвращаются в Абхазию. Очень приятно наблюдать, что появляются новые туристические комплексы, новые гостиницы. Знаете, даже вот такой эмоциональный взгляд, вот на вечерние Гагры смотришь, уже действительно вспоминаешь, вот как это должно быть в курортных городах, что очень приятно. Соответственно, это дает нам возможность уже развивать и готовить почву для того, чтобы туристы из Уфы, из Башкортостана приезжали к вам сюда. Поэтому мы уже сейчас, после этой поездки, ряд наших программ, которые направлены на акселерацию туризма и для пожилых, и для школьников, будем править, чтобы открыть возможность отдыха здесь. Второе, это, конечно, товарооборот. Он на данный момент небольшой, но совершенно точно есть ряд видов продукции, которые нам интересны. Прежде всего, продукция сельского хозяйства Республики Абхазия. Ну и, конечно, мы сами готовы предложить, в том числе и перерабатывающую промышленность, и продукты и нефтехимии готовы предлагать. Поэтому есть о чем договариваться и есть куда двигаться. По данным главврача Сухумской детской поликлиники, уровень вакцинации детей в нашей стране очень низкий. Например, из 787 деток, которым сейчас год, привиты лишь 20, в то время как многочисленные отказы от иммунизации могут привести к вспышке опасных заболеваний. С чем связаны такие рекордно низкие показатели, почему родители не прививают детей и какие последствия могут быть, расскажет Рада Чачава. На данный момент уровень вакцинации населения республики колоссально низок. Из 787 детей, рожденных в 2022 году, привиты лишь 20 человек. Особую озабоченность у нас вызывают именно заболевания кори, потому что в Российской Федерации, в частности в Краснодарском крае, в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге стали регистрироваться и увеличиваться случаи заболеваний детей корью. Как известно, это очень опасное инфекционное заболевание, чреваты большими осложнениями. Именно эти осложнения и приводят даже к инвалидизации ребенка. Что касается ситуации по кори у нас в Абхазии, слава богу, нет. Но сейчас впереди летний сезон, миграционные процессы увеличиваются. У нас много мигрантов, довольно много мигрантов, а в среднеазиатские страны тоже у них регистрируются случаи заболевания корью.
Поэтому, конечно, мы озабочены этой проблемой. С детской поликлиники разработали некую такую дорожную карту, которая позволит улучшить положение с вакцинацией. Когда коллективный иммунитет падает ниже определенных значений, то любой завозной случай может вылиться в эпидемию. Чем опасна эпидемия? Она опасна перегрузкой системы здравоохранения. Условно, мы имеем 5 реанимационных коек детских. У нас заболевает корью одновременно 30 человек. Из них 10, берем меньший процент, 10 требует реанимации, а у нас 5 коек. Кого из них мы туда положим, а кого оставим умирать? Сейчас нам скажут вывести в Россию. Подождите, а там точно такая же ситуация, там свои антипрививочники. И если будет эпидемия у нас, то с высокой степенью вероятности она будет в соседних регионах России тоже. Так они своих детей не положат на реанимационные койки, они наших возьмут. Вот эту ситуацию мы хотим предотвратить. Когда будет массовость. Вот эта массовость, она порождает высокие риски, и она порождает смерти. Снижение числа вакцинированного населения для нашей страны не уникально. Иммунизация – одна из наиболее успешных мер общественного здравоохранения, но за последние десятилетия прогресса в этой области не наблюдается. Данные мировой статистики стабильно показывают падение уровня вакцинации. По имеющимся данным на 2020 год глобальный охват снизился до 75% по всему миру, и эти цифры не могут не настораживать. В большинстве случаев, как указывают эксперты, падение уровня вакцинации связано с так называемым движением антиваксеров, выступающим против прививок. Здесь, скорее всего, самое основное, а вдруг пронесет. Ну, подумаешь. Ну, остальные же привиты. И вот здесь каждый, все же остальные сознательные, они привьются, а моего и так пронесет. Но таких сознательных становится все меньше и меньше. Если раньше как-то было, я помню Советский Союз еще, что какая-то ответственность, да, но есть дети, которых прививать нельзя по определению. Это ВИЧ-инфицированные дети, да? Это дети с какими-то онкологическими заболеваниями, которых, заметьте, сейчас, несмотря на отказы от прививок, становится все больше онкологии у детей. Это дети с пересаженными органами. Это дети с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями. То есть их нельзя прививать. Им прививка действительно нанесет колоссальный вред, а то и убьет, потому это категория, которая медицинские отводы. И когда я начинаю разговаривать о том, что не прививая своего ребенка, вы вот этим тоже наносите ущерб, мне отвечают, подумаешь, пусть об этом их родители думают. Да, антивакцинальное настроение есть, и буквально проводилось даже исследование вот этих антивакцинальщиков и родителей, которые не прививают. Там несколько категорий есть. Одни просто боятся, не зная последствий, а другие по неведению, другие, извиняюсь, по безалаберности. Вот им некогда привести ребенка, и мы сделаем потом. Другие боятся ответственности, но надо сказать о том, что высокая ответственность перед ребенком своим. До сих пор каждый 5-й ребенок в мире не проходит рутинную вакцинацию жизненно важными прививками. И по оценкам ВОЗ, каждый год около 1,5 миллиона детей умирают от заболеваний, которые можно предотвратить с помощью существующих вакцин. Довольно часто как такового единого страха нет. Вот я разговаривала с многими их нельзя назвать антивакцинаторами, они просто отказники, да, скорее. Я его спрашиваю, почему? Мой ребенок здоров. Подожди, прекрасно, замечательно, это сейчас он здоров. А если заболевание начнется, тогда у него хороший иммунитет. Мы все делаем для того, чтобы иммунитет был хорошим. Тоже замечательно. Но даже при хорошем иммунитете, допустим, с корью заразность порядка 90-100%. Какой бы хороший ни был иммунитет, но человек заразится. Все равно заразится.
Противники вакцинации по обычаю подвергают сомнению безопасность и эффективность иммунизации, ровно как и ее правомерность. Представители антипрививочного движения призывают отказываться от вакцинации и приводят в свою пользу различные аргументы. Среди них множество антинаучных теорий и мифов, давно опровергнутых медиками, заблуждения и, конечно же, бытовые страхи. Например, часто сообщается об опасениях, что вакцина КПК может вызывать расстройство аутистического спектра. Этот миф основывается на сфальсифицированном и коротком медицинском исследовании британского медика Эндрю Уэйкфилда, сделанном в 1998 году. В 1998 году он обследовал 12 человек. Я почему заостряю внимание на цифре 12? Потому что 12 для медицины выборка совершенно недостаточная. Чтобы очень долго не рассказывать, могу только сказать, что это вот его исследование в 2010 году было отозвано, потому что было проведено независимое обследование. Вот он исследовал 12 случаев, а есть такая компания Cochrane, кто как переводит. Так вот, они исследовали 675 тысяч. И они независимы, то есть не медицинская какая-то вот как фирма или компания или что-то. Нет, это как общественная организация, она больше идет. И вот они провели очень масштабное исследование и выяснили, что исследование Уэйкфилда недостоверно. Ну и вы сами прекрасно понимаете, да, 12 и 675 тысяч. Ну, так, разные вещи. Так вот, доктора Уэйкфилда исключили из медицинского реестра Великобритании из-за этических нарушений, связанных с его недобросовестным исследованием и личной финансовой заинтересованностью. При значительном снижении уровня вакцинации теоретически могут вернуться все давно регулируемые болезни – корь, краснуха, натуральная оспа, туберкулез. В вопросах столь важных, как вакцинация, нужно изучать статистику на больших выборках, советоваться с педиатрами, медиками, учеными, а не опираться на рассказы знакомых или блогеров. Юлия Самойлова, да? И она на Олимпиаде, на открытии Олимпиады пела. Так вот, и она сама в интервью говорила, ее мать, что она заболела после прививки от полиомиелита. Но официальный диагноз Юлии Самойловой – спинальная мышечная атрофия. Это также наследственное заболевание. Да, проявления начались в определенном возрасте, но если бы ей прививку не делали, эти проявления все равно бы наступили, поскольку заболевание обусловлено генетически. Получается, что человеку проще связать свои проблемы с чем-то внешним. То есть, кирпич на голову упал, прививку сделали, собака укусила, да? И поэтому люди изо всех сил ищут внешнего врага. Конечно, надо, чтобы планомерно проводилась работа. Хороший участковый педиатр и доверительные отношения со своим педиатром играют очень большую роль в том плане, чтобы родитель принял решение. Почти все семьи приводят своих детей, доктора, и здесь у нас вакцинируются. Я не помню никакого серьезного последствия после нашей бельгийской вакцины, которая включает в себя корь, паротит, краснуху, чтобы были какие-то серьезные осложнения. Необходимо также помнить, что колоссальное количество заболеваний было побеждено человечеством именно благодаря вакцинации, начиная от натуральной оспы и костного туберкулеза, заканчивая значительным уровнем снижения заболеваемости полиомиелитом, лечения от которого нет и который чрезвычайно опасен именно последствиями для организма человека. По экспертным оценкам, благодаря вакцине от полиомиелита в мире остались живых 1,5 миллиона человек, и 18 миллионов могут ходить. Лечения против полиомиелита эффективного не существует. Если, допустим, можно надеяться при коклюше, при дифтерии, да, на антибиотики, что вытащат, то полиомиелит тут уж как повезет. И тут очень зависит от того самого иммунитета. Отмирают нервы, и все, и с этим ты ничего не сделаешь. Если при ДЦП, если приложить огромную массу усилий, то можно немножко скомпенсировать человека, то после полиомиелита нет. Это навсегда.
Часть опасения общества в вопросах вакцинации, как показывает статистика, связаны с непосредственно компонентами вакцин или же их производителями. В нашу республику завозятся вакцины российского производства и производства ЮНИСЕФ. Они абсолютно безопасны, проверены и опытом, и годами, а порой десятилетиями использования. Регулярно на всех каналах, по всем СМИ, всем объясняем, откуда берутся вакцины, как перевозятся, с соблюдением холодовой цепи. Все это контролируется, потому что никто из нас не хочет навредить ни одному ребенку. Вот просто никто. ЮНИСЕФ тоже старается изо всех сил. Теперь уже многие вакцины оснащены индикаторными кружочками. Если вакцина была нагрета, кружочек меняет свой цвет, перекрасить его невозможно. Если он цвет поменял, мы его просто выбрасываем. Даже не пытаемся рисковать. Вакцин у нас предостаточно. ЮНИСЕФ, с учетом того, что у нас очень маленькое детское население, поставляет нам самые модные вакцины. В России очень многие хотят привиться именно этими вакцинами. Но там и эти вакцины приходится чаще всего покупать в аптеках. И стоимость одной дозы составляет от 5000. И мы можем сказать: извините, мы вот эту не хотим, вот эту нам дайте. И ЮНИСЕФ идет нам навстречу. Каждая вакцина, которая сюда завозится, она имеет документы, причем все документы, как положено, со всеми печатями. Все это сперва изучается, потом мы можем сказать: да, хорошо, давайте. А можем сказать: извините, вы знаете, вот вы нам там в прошлом году или позапрошлом вот эту привозили, давайте вы нам лучше эту привезете. И ЮНИСЕФ соглашается. У нас отличный вакцинальный кабинет, современный, вновь отремонтированный, соответствующий всем стандартам, санэпидрежимам. У нас новая, молодая, но опытная медсестра вакцинального кабинета. Ну и общая обстановка, конечно, дружелюбная. На данный момент в детской поликлинике уже принимаются меры по увеличению уровня вакцинирования населения. Мы хотим сделать выборку детей, то есть список детей составить, которые посещают школы и детские дошкольные учреждения, которые по тем или иным обстоятельствам не получили коревой вакцины, чтобы мы могли контролировать эту ситуацию. Теперь хотим сделать индивидуальное приглашение родителям и раздать приглашение на вакцинацию. И начать вакцинацию от кори, вот этой категории детей, которые не получили вакцину от кори. Я приглашаю родителей: не бойтесь, да, это волнительно, да, мы понимаем, конечно, сделать инъекцию своему ребенку, который начинает плакать, вот, но надо думать о последствиях. И потом с чувством исполненного долга смотреть на своего ребенка, что вы уберегли его от тяжелых инфекций. На каждый аргумент противников вакцинации существует рациональный ответ. Исследования в действительности не верны. Для экспериментов в нашей республике слишком маленькая выборка, малое количество детского населения. А врачи всегда превыше всего ставят жизнь человека, и тем паче ребенка. Страх перед неизвестностью и неопределенностью свойственен людям, но лучше лишний раз проконсультироваться с врачом и поискать достоверную информацию, нежели рисковать жизнью и здоровьем родных людей. Ответственное отношение каждого гражданина к вакцинированию – это в первую очередь защита себя и своих близких. Рада Чачава, Константин Парулуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Без медалей и почестей. История ветерана Анатолия Накопия. Воевал за свободу Родины. С первых дней выполнял все поставленные боевые задачи. А накануне Дня освобождения Сухума вместе с однополчанами подорвался на мине и полностью потерял зрение. Мы встретились с ветераном, чтобы вспомнить события 30-летней давности. Крепкий кофе, темные очки и тяжелые воспоминания. Перед беседой он еще долго будет собираться, молчать и думать. А потом понемногу, с паузами, начнет рассказывать о первых днях Отечественной войны народа Абхазии. Что на родине началась война, ветеран Анатолий Накопий услышал по телевизору, находясь за пределами республики в Ставропольском крае. Ни минуты не раздумывая, приехал домой и сразу на фронт. Агропецунский батальон номер 5. Там Гена Марганя, Лёсик Цуга командовали, Адик Отерба наш этот вот. Нас десантом забросили в горы,
на Двухречье. Там мы вот пробыли, по горам ходили. Сейчас я всего помнить не могу, и время прошло уже 30 лет. В беседе ветеран поделился, что многого не может вспомнить о событиях тех дней, но в памяти твердо осталось то чувство сильного духа, которое тогда было у бойцов абхазской армии. В разговоре он скромно упомянул о своем участии в разных военных операциях. За темными очками скрывается, видимо, ему одному летопись войны, которую он прошел от самого начала и до победы. Этими воспоминаниями сложно делиться, говорит ветеран. Победоносное сентябрьское наступление стало для Анатолия Накопия самым тяжелым и разделило его жизнь на до и после. Ведь практически за считанные минуты до победы он навсегда потерял зрение. Их группа подорвалась на мине. Ударная волна была настолько сильной, что ветеран потерял оба глаза. Боевые товарищи погибли на месте. Я 66-й. То есть мы вот на нем подорвались. И вот сразу вот так вот произошло. То есть вы в машине, сколько человек было у вас, ребят? Ну, сейчас оба в этом погибли, в кабине сразу, на месте. А другие ранения получили ребята. Где сейчас Сухумский, вот поворот на новый район, подорвались мы. Да, было тяжелое ранение сразу на месте. Я вот, потерял зрение. После случившегося бойца отправили в Гудаутский военный госпиталь. Надежды на выздоровление было немного. Врачи делали разные прогнозы. В итоге при поддержке неравнодушных людей Анатолия Накопия отправили на лечение в Краснодар. Мне вот Ирина Шатаевна очень помогла там с выездом на лечение в Краснодар. Я ей благодарен, Ирина Шотовна. А что врачи в военном госпитале в Гудаутском говорили? Они говорили, есть надежда вернуть зрение или еще как-то пытались? Мне по-другому сказали, успокоили, что поедешь, буду. По-другому успокоили меня просто, что поедешь в Краснодар, там тебе помогут. После тяжелого ранения Анатолий Накопия, можно сказать, учился жить заново. Помогли друзья и близкие люди. Здесь, в уютной, светлой, аккуратной квартире, он часто выходит на балкон подышать воздухом, полить любимые цветы. Ветеран живет один. Иногда на помощь приходит племянница. Анатолий Накопия пытался заново учиться читать и писать при помощи шрифта Брайля. Это тактильный метод, при котором незрячий человек с помощью рук учится чтению и письму. Он знает о нем практически все, но применять эту методику ветерану сложно. Сильно повреждены кисти рук. Шрифт Брайля – это человек, который слепой, он ослеп в детстве. Один глаз у него ослеп, потом на другой по болезни перешло, и он сам придумал этот шрифт Брайля. И там можно пальцами читать. Да, книги. Там получается такие штучки. Вот как в этом, вот вы знаете, эти зары примерно. Ага. Вот, допустим, 1, 2, я сейчас не помню, это Б, одна точка, это А, 1, 2, вот напротив, две точки, по-моему, так. Или чуть-чуть на середину, вот дущач, да, вот 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот, допустим, буква А будет одна точка, если просто одна точка, это буква А. Допустим, Б, вот одна и вторая, вот 1, 2, посередине примерно. Вот. Да. Буква Ё 1, 6. Примерно 6. Многие ветераны, как Анатолий Накопия, на протяжении 30 лет скромно умалчивают свои боевые заслуги, и тем сложнее вести летопись войны. Они хранят в себе нерассказанные подвиги и события, которые могли быть вписаны в новейшую историю Абхазии. На интервью Анатолий согласился не сразу и, наверное, многого не рассказал. О своем участии в Отечественной войне народа Абхазии он говорит очень тихо и скромно. В сентябре в республике отметят 30-ю годовщину победы и независимости. Обычно в этот главный для страны день ветераны надевают военную форму с орденами и медалями на груди, собираются у могил боевых товарищей и вспоминают их. Анатолий Накопия еще не знает, как проведет 30 сентября. Последний раз на мероприятии в честь празднования Дня Победы был 10 или 15 лет назад. Орденов и медалей у Анатолия Накопия нет. Самая главная и важная для него награда – это свободная обсны, говорит ветеран, потерявший зрение, чтобы будущие поколения смогли увидеть мирное небо над головой. Каждый его день начинается с благодарности Богу. Благодарность Богу, что день наступил. Так начинается. И в течение дня вот справляюсь со своими буднями, подготовкой, побриться, если надо, там.
То есть вы сами готовите? Да, ну да, вот как-то научился вот готовить, бриться, стриться тоже вот пандемию. Ну так вот это все. Вы один, получается, живете? Ну да, да. Друзья часто приходят Да, ваши? да, друзья, да, часто приходят. Родственники тоже вот. С операцией в Москве друзья, родственники помогали. А операция в Москве это когда была? Ну, я 4 раза уже был в Москве. Последний раз вот в прошлом году, это надо было с протезами вопрос решить и там другие вопросы, ну вот с протезами. Потому что у нас в Абхазии не производят их, а их надо менять. Видеть краски жизни важно, но также важно их чувствовать. Ему было всего 19, когда он ушел на фронт. Несмотря на все сложности, сегодня он оптимистично смотрит на жизнь. К юбилейной дате празднования Победы и независимости Абхазии ветеран пожелал всем жителям республики крепкого здоровья, счастья и безоблачного будущего. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В сложные послевоенные годы она спасала детство десятков детей, которые собирались в ее дворе, разыгрывали спектакли и пьесы, учили стихи, пели и танцевали. Профессия тети Марины, как ее ласково называют ученики, или Марины Сафаровны Ашхарова, дарит счастливое детство. Заслуженный организатор Республики Абхазия, сегодня она завуч по воспитательной работе в стенах 4-й средней Гагарской школы. Главнее всего погода в школе. Девиз Марины Сафаровны, ее учеников и творческого коллектива. Поделись улыбкой своей, и она еще не раз к тебе вернется. Вот уже на протяжении многих лет теплом и улыбкой в ответ своего любимого учителя Марину Сафаровну Ашхарова согревают несколько поколений учеников. А строчки из этой детской песни для нее и ее подопечных навсегда стали началом большого творческого пути, связанного с детством. В начале 90-х молодая учительница Марина Ашхарова начинает свою педагогическую деятельность в Бзыбской школе номер 1. Преподает русский язык и литературу. Однажды на открытый урок к ней пришли корифеи педагогики Кобахия и Филимонова. После занятий попросили тетрадь с планом урока. На белоснежных страницах был нарисован всего лишь фасон платья юной учительницы. Педагоги всего лишь сказали в ответ: «Работай». С того момента каждый день Марина Сафаровна трудится и дарит радость детям. В послевоенное время она спасала детство десятков детей. В своем дворе Марина Сафаровна организовывала площадку детских концертов, утренников и пьес. После войны был крайне тяжелый период, все это помнят и знают. К нам никто не приезжал на гастроли. Была большая вселенская беда. И тогда, помогая родителям, которые уходили на работу, детки оставались, надо было тогда выживать. Я собирала детей во дворе, мы устраивали концерты. Потом мы собирали денежки, выезжали на экскурсию то в Сухум, то на Рильцу, то в Пицунду, на море. Всех деток объединяла дружба и желание выступать, как дети говорят. Ну вот мы и выступали, и выступали, и выступали. Все это обрастало и превратилось в такой коллектив, как «Поделись улыбкой своей». К тете Марине, как ее ласково называют дети, прибегала вся местная детвора. Все свое время Марина Сафаровна посвящала детям. Для того, чтобы шить костюмы для пьес, резала свои платья, занавески и даже шубу. И детки были от года и старше. И вот мы начинали репетиции. Не было это все спонтанно и как-нибудь. Нет, мы начинали репетиции. Детки приходили, вот я назначала время, мы начинали заниматься, ставили танцы, ставили спектакли маленькие. И все это шло. Потом детки уже до такой степени увлекались, что они сами что-то предлагали. Я всегда поддерживала эти идеи. Понимаете, все выглядело именно так. Они практически целый день были во дворе, с вами. были в нашем дворе, в котором все началось. Потом мы все сократили, потому что это был театр маленькой пародии, так скажем. И называлось все это просто «Улыбка». Потом Гурам Расимович позвонил в один из дней и сказал: «Сафаровна, вы выходите в школу на работу». Одуматься мне не дали возможности, я оказалась
в Гагарской средней школе, в своей родной, любимой, в качестве уже организатора. Так группа «Улыбка» продолжила свое существование в стенах 4-й Гагарской школы, но уже в лицах всех учащихся этого образовательного учреждения, где сегодня Марина Сафаровна – завуч по воспитательной части. Здесь дружный и творческий коллектив. Под руководством Марины Сафаровны в Большом дворе организовываются спектакли и многочисленные праздники. К мероприятиям учащиеся готовятся с большой ответственностью и интересом. Шьют особые наряды. В школе есть даже гардеробная с костюмами. Есть все, как в хорошем театре. Пожалуйста, можем. Это у нас платья, висят, костюмы, декорации, музыкальные. А еще в мероприятиях и сценках вместе со своими учениками участвуют и педагоги. Вместе они поют, танцуют, разучивают диалоги и отрывки из пьес. Интересно помогать учителям в школе. Марина Сафаровна, она все очень интересно организовывает. Всегда все довольны ее выступлениями. Почти вся Абхазия знает Марину Сафаровну. Мы очень любим Марину Сафаровну. А на праздники в школу заглядывают все, кто живет рядом. В День Победы здесь можно отведать блюда с полевой кухни, в праздник народов мира изучать культуру, быт и традиции других национальностей. И просто посмотреть хорошее театральное представление. Постойте, подождите! А вы, сеньор, стоите равнодушно, когда пред вами льются реки крови? Вы тигр, вы лев, вы крокодил бездушный. Устраиваем праздники. Некоторые праздники стали в нашей школе традиционные. Шардаунтапсне – это обязательно ко Дню Победы. Мы приглашаем гостей, мы приглашаем наших ветеранов. На школьной площадке выстраивается вся школа. Не выстраивается, вернее так, вот как лохна-то маленькая. Стоят столы, каждый оформляет вокруг своего стола композицию. Мамы готовят вкусные наши национальные блюда. Собирается вся школа, и все это перерастает в большой праздник и гуляние. Празднуем все праздники, но вот на школьной площадке у нас обычно бывает Шардаунтапсне, Масленица и обязательно 9 мая, когда мы устраиваем полевую кухню, приглашаем военных. И вот так работаем. События из всех мероприятий запечатлены на фотопленке. Марина Сафаровна говорит, что важно, чтобы оставалась память о счастливом детстве. Это наш учитель русского языка и литературы Лысак Елена Валерьевна. Ее везут. Она с веером. И так, костюмы шьем все. Наш директор школы Сария Георгиевна с Еленой Владимировной. Работает драматический кружок. А еще в этой школе учат делать добро. Дети организовывают сборы для тех, кому нужна поддержка. Проводят дни добра, ярмарки. Учат любить животных и помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Марина Сафаровна рассказывает, что они с детками спасли несколько собак, стерилизовали и выходили их. У нее были 2 щенка, Чук и Гек. Я их вырастила, и мы их пристроили в хороший дом. Ученики Марины Сафаровны успешны, образованы и уверены в себе. Многие из них выросли. Они до сих пор приходят к тете Марине, но уже приводят своих детей. Вы знаете, они меня в основном называют тетя Марина, потому что я так и осталась. Даже я была не против этого. Вы знаете, для меня это как доверие. Вот когда они обращаются, тетя Марина, мы это сделаем? Сделаем. Вот так, тетя Марина. А еще в стенах школы, выкрашенные в яркие цвета детства, учат никогда не сдаваться и всегда знать, что ты победитель. Привет, ребята! Привет! Гугуса Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
На этом наш выпуск завершен. Побольше вам положительных эмоций и хороших новостей. Всего доброго!